Вы смотрите «Актуальное интервью», в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. В Якутске состоялось традиционное январское совещание педагогических работников образования Якутии. Для участия в мероприятиях совещания в столицу республики приехали представители учреждений образования Якутии, а также эксперты из других регионов страны. Наш гость в студии – один из приглашенных экспертов Илья Денисенко, заместитель директора Федерального института оценки качества образования, город Москва. Илья Сергеевич, здравствуйте. Здравствуйте, Надежда. Скажите, а в чем же заключается суть независимой оценки качества образования? Давайте разбираться. Вообще, зачем нужна независимая оценка качества образования? Видимо, потому что есть какая-то зависимая оценка. От кого зависит зависимая оценка? Ну, видимо, от самой школы. Зачем в системе образования потребовалось как-то по-другому оценивать результаты школы, если не обратиться к самой школе и не спросить у нее? Ну, потому что школ у нас много. Если каждая школа будет сама себя оценивать, получится совсем разные системы оценивания и разные результаты. Мы не сможем понять ту самую объективную, конкретную картину, а как же у нас с образованием обстоят дела. Вот именно поэтому и появился в законе об образовании такой пункт, который предполагает возможность такой независимой, от школы, в том числе независимой, и, следовательно, объективный подход к оценке качества образования. Вот те же самые всероссийские проверочные работы, ВПР, не вполне могут быть независимой процедурой оценки качества, если они организованы соответствующим образом. Например, в школе можно помочь организовать независимое проведение, когда не тот самый учитель, который ведет предмет, например, проводит и проверяет результаты в своем классе. Это может быть, например, другой учитель или учитель из другой школы. Также можно и организовать независимую проверку для того, чтобы убедиться в том, что мы именно проверяем то, что хотим увидеть в результате вот этой оценки. Объективно, независимо и наглядно можем сопоставлять потом такие результаты с регионом, каждую школу, или каждая школа со средними результатами по стране. А вот выпускные экзамены считаются ли независимой оценкой знаний? Ну, выпускные экзамены вообще вряд ли стоит в первую очередь называть оценкой знаний, потому что у выпускных экзаменов совсем другая цель. Это аттестация при выпуске и это поступление в учебные заведения, да, в вузы в том числе. Поэтому, так как цель у ЕГЭ, например, совсем другая, было бы некорректно нагружать дополнительными смыслами и целями эту процедуру. Почему? Опять же, это бы повлияло на ту самую объективность, которую мы хотим сохранить. То есть если мы один инструмент пытаемся использовать для всего, и для оценки качества, и для оценки детей, и для аттестации, и для аккредитации школы, и для поступления в вуз, он получается слишком нагружен, на него возникает воздействие, давление, повышаются ставки. Соответственно, есть желание, тут нельзя сказать, что кто-то особенно плохой или хороший, это естественные процессы, желание как-то повлиять на этот показатель. Вот чтобы его не было, очень важно, чтобы в системе образования была такая процедура, в которой бы ставки были невысокие. То есть такая процедура, которая бы наглядно была бы полезна самим методистам и учителям. Посмотрев на результаты, можно было бы их использовать в учебном процессе. Не для чего-то еще, а для того, чтобы учить лучше, узнать, какие темы не изучены, какие темы лучше пройти еще раз, где повторить, где посильнее рассказать, а где можно и углубленно преподавать, потому что там все хорошо. Вот именно для этого и нужна независимая оценка. Получается, предметные олимпиады мы сюда тоже не относим. Олимпиады — замечательный вопрос. Олимпиады, можно ли вообще считать оценкой качества образования олимпиады? Наверное, в каком-то смысле да. В глобальном соревновательном смысле нам всегда приятно, когда ребята наши побеждают на международных олимпиадах, когда наши ребята из нашего региона берут всероссийские призы на каких-то соревнованиях. Но, как мы понимаем, этих победителей единицы. Это не то, что каждый ребенок в нашем регионе или в нашей школе, в нашем классе выиграл какой-то приз. Это единица, это один человек или одна команда, который получил спецподготовку, который
получил дополнительное внимание, возможно, или просто он одарен особым образом. Можем ли мы судить по единицам о качестве всей системы? Ну, наверное, это было бы не совсем корректно. Нам все-таки интересно понять, а вот в среднем, а вот в деталях, сверху и снизу, какие у нас результаты. Потому что для методического, для педагогического сопровождения и работы такая информация необходима. Поэтому, да, наверное, Олимпиады мы не отнесем к системе оценки независимой, объективной. Мы отнесем опосредованно, наверное, эту систему Олимпиад, но ее точно мало, она не исчерпывающая. Скажите, сколько лет уже существует Федеральный институт оценки качества образования? Очень много лет, потому что сначала он назывался иначе, это был информационный центр при Рособорнадзоре. Ну вот, наверное, с 2015 года он называется именно так, как сейчас, Федеральный институт оценки качества образования, и в этом статусе продолжает свою работу. За это время произошли ли какие-то изменения в оценке качества образования? Да, изменения произошли, и они происходят на самом деле постоянно, потому что этот процесс развивается. Почему он развивается? Вообще, должен ли он меняться? Наверное, должен, потому что процесс оценки, он не существует сам по себе. Оценка — это некий элемент общей системы обратной связи. Когда мы пытаемся что-то измерить, мы пытаемся взять информацию о том, как дела обстоят на сегодняшний момент, и обратно в систему, обратно к школе прийти с нашими выкладками, с аналитикой и предложить какие-то задачи развития. Нацпроект, вот текущий, который у нас сейчас еще идет и заканчивается в 2024 году, начался в 2018, и тогда была предложена такая система оценки качества на федеральном уровне с таким звучным показателем. В тот момент очень активно он обсуждался — вхождение Российской Федерации в десятку ведущих стран по качеству общего образования. Вот в 2018 году вся федеральная оценка качества образования, она, в общем-то, сводилась к тому на уровне школы, чтобы планомерно входить в ту самую десятку. Мы действительно к ней приближаемся. Каждый год, проводя эти замеры, наш институт, в общем-то, курирует проведение этих проектов. Республика Саха, Якутия, участвовала вообще одной из первых, в самом первом наборе регионов в 2019 году в этом проекте. И с тех пор, в общем-то, он подходит к концу. Такой проект в 2024-м, видимо, будет окончательно закончен. Мы все ждем с нетерпением исполнения этого показателя, потому что в прошлом году были уже совсем рядом с десяткой. Вот ожидается, что в этом году мы сможем в нее войти, и тогда нам, естественно, потребуется новая система оценки качества, которая бы позволила нам и оценивать результаты по-новому, и ставить, главное, новые задачи развития, потому что текущие задачи развития, можно сказать, мы выполнили. Вот здесь хочется спросить вас о республике. В рамках январского совещания педагогов к каким итогам удалось прийти? Как вы оцениваете качество образования в нашем регионе? На самом деле совещание знаковое, потому что на нем обсуждается в том числе новый указ главы региона по поводу развития образования. И опять же, это тот момент, который прогнозирует и планирует работу до 30 года. То есть ставятся задачи, которые будут определять движение системы образования в ближайшие 6 лет. Конечно, это и тот момент, когда нужно оглянуться назад и отрефлексировать, что удалось, что получилось и как мы двигались. И в данном смысле, конечно, интересно посмотреть на опыт республики, опять же, которая первая начала участие в нацпроекте в 2019 году, и посмотреть на результаты, какие они. В 2019 году оценивалась функциональная грамотность в регионе, и результаты были не очень высокими, скажем так. Но с тех пор, и мы видим это тоже по ежегодным замерам, именно в направлении функциональной грамотности регион находится в уверенном положении сегодняшний день, в середине, можно сказать, всех регионов. То есть работа достаточно большая была проделана из достаточно низких результатов, вполне себе уверенных общесреднероссийских результатов по функциональной грамотности на сегодняшний день регион показывает. Также стоял большой вопрос как раз по той самой объективности оценки и внутренней оценки школьной.
На сегодняшний день, благодаря мониторингам, которые курирует Рособорнадзор, регион один из самых объективных и набирает по этому показателю практически максимальное количество баллов. Поэтому движение абсолютно точно есть развитие, есть команда, есть региональный институт развития образования, который умеет организовывать работу и по обмену лучшими практиками среди школ, и по внедрению этих практик в работу. И поэтому можно прогнозировать, что новый указ будет исполняться положительно, и для этого, так скажем, есть все основания, есть все предпосылки. Ну, для этого, наверное, необходимо и сотрудничество республики с федеральным центром. Конечно, обязательно. И, в общем-то, ровно поэтому мы здесь, и достаточно большая конференция, и много приехало со мной коллег, что подчеркивает то, что, в общем-то, регион очень активно сотрудничает с федеральными институтами и с различными организациями на федеральном уровне. И, в общем, я думаю, нет повода, что ситуация может каким-то образом измениться. Напротив, есть повод ситуацию сотрудничества только развивать и наращивать и дальше. Ну что ж, благодарю вас, Илья Сергеевич, за интересную беседу. Очень приятно осознавать, что все-таки есть еще люди, которым дорого просвещение. Большое спасибо, что пришли к нам и ответили на вопросы. Спасибо большое за приглашение. Мне тоже очень приятно работать вместе с коллегами над просвещением и развитием образования. Ну а я напомню, вы смотрели программу «Актуальное интервью». До встречи в эфире.